есть, она ходит там где-то полы моет, и я ее тоже кое-как нашла. Ну, Роза напечатает всегда. Все, мы в эфире. Ага. Можно начинать, да, Олег Васильевич? Итак, добрый день. Наступило 18 июня. Это знаменательный день в истории профессионального музыкального искусства нашей республики. Ровно 45 лет назад, 18 июня 1979 года, был образован Союз композиторов Якутской автономной Советской Социалистической Республики. В самом начале мне бы хотелось зачитать несколько поздравлений от наших коллег из региональных композиторских организаций. И первое поздравление из Уфы. Это очень близкая, дружеская, братская наша республика. Итак, первое поздравление. Уважаемые коллеги, уважаемый Николай Алексеевич, композиторы и музыковеды Союза композиторов Республики Башкортостан сердечно поздравляют Союз композиторов Республики Саха-Якутия со знаменательным 45-летним юбилеем. Союз композиторов Якутии является ценным духовным достоянием культурного пространства России. Ваша творческая деятельность завоевала высокое признание и искреннюю любовь слушателей не только своей республики, но и многих городов страны. Вы вносите неоценимый вклад в развитие музыкального искусства и национальной культуры. Трудно представить многомерное пространство музыкальной жизни без вашего участия. Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность за наше сотрудничество, которое продолжается на протяжении многих десятилетий. Желаем вам и всем членам Союза композиторов Якутии неиссякаемой творческой энергии, счастья, благополучия, в дальнейшем неугасаемого вдохновения, полноты сил, здоровья, многих масштабных и ярких проектов. С уважением, правление председатель Союза композиторов Республики Башкортостан Лейла Загировна Исмагилова. Да. Так. И следующее краткое поздравление тоже хочется зачитать. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Примите искренние поздравления с юбилеем от коллектива Саратовской региональной творческой композиторской организации Союза композиторов России. Поздравляем вас от всей души. Так, сейчас я открываю. Я чуть позже тогда тут зачитаю, да, у меня тут как бы это что-то не открывается. И следующее слово для поздравления я хотела предоставить представителям той, наверное, организации, с которой очень долго и очень плодотворно сотрудничает наш Союз композиторов, в свое время который стал настоящей творческой лабораторией якутских композиторов Национального театра танца. И слово для поздравления предоставляется дирижеру оркестра национальных инструментов Национального театра танца имени Сергея Афанасьевича Зверева Кылола Николаю Павловичу Петрову. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. От имени Национального театра танца имени Сергея Афанасьевича Зверева Кылола мы сердечно от всей души поздравляем наших самых близких друзей, коллег, Союз композиторов, которому исполнилось сегодня 45 лет. 45 лет – это дата и небольшая, и не маленькая, но за это время, конечно, Союз композиторов внес огромный вклад в развитие именно нашего якутской музыки, якутского искусства, культуры в целом. Вот. Союз композиторов – это целая плеяда наших композиторов якутских, которые ныне здравствуют, и были старшее поколение, которые внесли огромный вклад. Ну, мы, конечно, тоже в 1992 году указом первого президента Михаила Ефимовича Николаева был создан Национальный театр танца. В 1993 году национальный оркестр при нем, при театре.
И вот с этого момента, конечно, так как мы стали, до этого были, значит, государственный ансамбль танца Якутии, то преобразовав театр, конечно, мы, ну, я как лично вот с 93-го года, со второго дня работы, я сразу обратился, побежал именно к вам, Союз композиторов, потому что театр должен иметь крупные формы, это и балеты, и спектакли музыкальные, ну и вообще репертуара тогда не хватало. Ну и, конечно, в 90-е годы, ну, вплоть до 2000 года, конечно, Союз композиторов тоже были тяжелые времена. Вот, тогда распался в 91 году симфонический оркестр, хор НВК САХА. Поэтому, конечно, их труд, их произведения были, конечно, недостаточно слышны в республике. Ну и мы, конечно, в это время, вот сейчас я вот подумал, с 93 по 2004 год это 10 лет, это было просто яркое такое, вдохновенное, яркое наше с вами сотрудничество. Вот, начиная с первых спектаклей в 1994 году Аркадия Васильевича Самойлова «Уру» спектакль, и потом уже Владимир Васильевич Ксенофонтов, наш уважаемый, 96-й год, спектакль «Бог Сурью», Николая Савельевича Берестова от Ирмунха, Захара Константиновича Степанова, Ерхадана, ну и потом трилогия Берхара, Полина Николаевна Иванова, Владимир Васильевич опять-таки. Вот были такие, для нас это был просто такой, мы без вас бы, как театр, бы не состоялись бы, вот что хочу сказать. Потому что сейчас, в данное время, спустя 30 с лишним лет, театр танца имеет более 40 спектаклей, вот, разноплановые. Ну, это большая часть этого репертуара. Это, конечно же, вы, Союз композиторов. Это вы написали именно для нас. Партитура писалась тогда впервые именно для национального оркестра. И была такая специальная партитура национального оркестра. Вот для этого вы писали. Поэтому мы просто с благодарностью, с волнением, с трепетом и надеемся, что наша дружба будет вечна, потому что сейчас как бы наступил, мне кажется, и по всему миру, и в России, и у нас поступил какой-то новый этап развития, совершенно другое искусство, но наша якутская музыка очень много отличается от имени, от композиторов других регионов и республик, и стран мира. Мы побывали за этот период, за 30 лет, более 57 фестивалей. И вы знаете, только музыка якутских композиторов выбиралась для открытия фестиваля или для закрытия фестиваля. Я не знаю почему, но именно вот где мы только не были, и в Европе, и в Америке, везде отличается очень, отличается. И вот недавно, 2 года назад, республика отмечала столетие в 22 году, и мы выступили сольным концертом в зале Московской консерватории, где прозвучало в 2 отделениях, где прозвучало произведение якутских композиторов. Так вот, ректорат, профессура Московской государственной консерватории, просто они были удивлены. Они были удивлены, такие отзывы были. Было даже предложение от Александра Сергеевича Соколова: давайте, говорит, вы раз в 2 года приезжайте, ознакомляйтесь, потому что, оказывается, такая работа идет, композиторы так пишут, и ваша музыка совершенно отличается от других, от тюркских наших собратьев в республике, да и вообще от всех.
Поэтому, ну и за 45 лет, конечно, сколько званий было, сколько победителей конкурсов было всероссийских, вы композиторы, везде, где вы принимали участие, везде вы брали, как говорится, первые места. Поэтому я вам хочу пожелать, конечно же, сейчас здоровья, творческих сил. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы наш якутский инструментарий развивался, потому что вы, кроме симфонических произведений, вы же еще много пишете и для народного. Если рядом нет инструментов звучащих, кто будет писать-то? Конечно, тяжело это, поэтому от нас тоже требуется, чтобы сейчас вот, чтобы оркестр наш созвучал по-другому, чтобы аутентичные инструменты появились, которые, кстати, показали в России очень хорошее такое место и в Татарстане, и везде, где мы были, в Красноярске были вот недавно, показали вот эти инструменты, что это просто неповторимые. Поэтому в партитурах, конечно, это я стараюсь сейчас надо скорее, чтобы все эти вынести в партитуры эти инструменты, краски, тембры. Ну а вы профессионалы, вы композиторы, все это знаете. И, конечно, бы хотелось и от участия Министерства культуры хотелось бы. Вот раньше была хорошая гонорарная политика была у вас, сейчас этого у вас нету. Вот, поэтому писать-то вы можете, но реализовать эти произведения, это немножко проблематично. Но я думаю, что это как-нибудь уладится это дело. Главное, чтобы ваши произведения звучали и не только в республике, чтобы мы вот такие вот артисты, которые выезжаем и в Россию, и за рубежом, всегда показывали якутскую музыку. Хотелось бы, чтобы гастроли наших коллективов республики, когда они едут в другие республики, они обязательно в 100% отношении включали в программу якутских композиторов. Понимаете, классику все могут играть. Или надо в 3 раза лучше их играть. Вот тогда можно. А мы как-то вот театр танца, оркестр, мы когда уезжали на гастроли, мы могли играть, и, конечно, классику. У нас есть в репертуаре классические инструменты, и российских композиторов, но мы всегда брали и наши якутские композиторы, нашу якутскую музыку. И всегда были на первом месте, на первом плане, потому что это самый такой очень ключевой знак, что надо показывать свою культуру. Зачем брать там другую музыку или других регионов? Вот. А у нас музыка якутская очень хорошая, очень интересная и в гармоническом плане, и неповторимая вообще. Прием колысах у нас единственный в мире единственный прием. Нету, не надо путать там с монгольским, тюркским горловедением, это совсем другое. А вот колыгах, таюк — это у нас единственный в мире. Также у нас в гармоническом плане тоже вообще очень интересные у нас, неповторимые. Поэтому Александр Иванович, вот здесь он присутствует, Валентина Гавриловна, вот, наш библиотекарь и директор. Мы от всей души поздравляем еще раз и будем сотрудничать. Мы уже работаем в настоящее время, поэтому не останавливаемся ни на минуту. Так что юбилеем вас, уважаемые наши композиторы. Спасибо большое, Николай Павлович. Итак, поздравления наших саратовских коллег. Коллектив Саратовской региональной творческой композиторской организации поздравляет членов Союза композиторов Республики Саха-Якутия с 45-летним юбилеем.
Коллектив вашей организации сохраняет великие традиции отечественного музыкального искусства, активно участвует в международных и всероссийских композиторских и музыковедческих мероприятиях, вносит весомый вклад в развитие российского и мирового современного музыкального искусства. Музыка якутских композиторов активно исполняется не только в Якутии, но и за ее пределами и является настоящим культурным достоянием нашей страны. Мы желаем вам продолжать достигать творческих вершин, вдохновения, энергии, успешного развития и процветания и надеемся на плодотворное сотрудничество Союза композиторов Республики Саха-Якутия и Саратовской региональной творческой композиторской организации. С уважением, председатель Орлов. Итак, перейдем к нашему лекторию. Первый доклад. Значит, сегодня, вот 18 июня, тоже такая вот очень знаменательная дата. Это и день рождения нашей композиторской организации, но также и случилось, что именно вот в этот день, сегодня, исполняется ровно 40 дней со дня ухода члена нашего союза, известного музыковеда, прекрасной пианистки, народной артистки нашей республики Аизы Петровны Решетниковой. Поэтому предлагаю помянуть Аизу Петровну вставанием и минутой молчания. Спасибо. Невозможно переоценить вклад Аизы Петровны в становление, формирование нашей организации. И вот как раз об истории создания нашего союза расскажет заведующая секцией музыковедения нашей организации Зоя Иннокентьевна Кириллина. Доклад «Путь к союзу». Это абсолютно эксклюзивная новая информация, которая прозвучит в сегодняшнем лектории. Пожалуйста. Спасибо, Чанда Акимовна. Добрый день, дорогие друзья. Конечно, я не хочу за ваше внимание занимать очень большой историей, но все-таки немножко хочется затронуть тему образования Союза вообще. Дело в том, что в рамках вот нашей страны это довольно молодая организация. Союз композиторов СССР тогда, а сейчас России, он не насчитывает даже 100 лет. Ордена Ленина Союз композиторов СССР, единое творческое объединение композиторов и музыковедов, назывался Союзом советских композиторов. И возник он только 23 апреля 1932 года в связи с перестройкой литературно-художественных организаций. До 1948 года работой Союза композиторов руководил оргкомитет. Вот. А первый съезд, который стал потом во главе Союза, состоялся только в апреле 1948 года. И первым председателем Союза был избран Борис Васильевич Асафьев. Вот. Это довольно молодая, таким образом, организация. Но организовалась она тоже не на пустом месте. Вы помните, конечно, из истории музыки Ассоциация современной музыки, Российская ассоциация пролетарских музыкантов, РАПМ. Это все были как бы организации, предшествующие созданию Союза. Первым был создан Московский союз композиторов. Затем подобные организации возникли в Ленинграде, Екатеринбурге, Воронеже, Ростове, Карелии, Татарстане, в республиках СССР. То есть вначале это не было, так сказать, крупным объединением. Это были разрозненные такие организации.
Какие цели ставил перед собой Союз? Конечно, создание, утверждение в советском музыкальном творчестве принципов социалистического реализма. Такое было время. Творческое развитие лучших традиций, развитие братских национальных культур советских народов, укрепление творческих связей с зарубежными прогрессивными музыкальными организациями и в том числе улучшение условий жизни и труда членов Союза композиторов, помощь в охране авторских прав, что немаловажно. Поэтому Союз композиторов был большим, богатым органом, который имел свои дома творчества, который имел свои базы, вот в том числе, так сказать, и творческие базы. И, в общем-то, был довольно мощной и авторитетной организацией. Высшим руководством был съезд. В состав Союза композиторов входили Союз композиторов РСФСР и Союзы композиторов других союзных республик. Например, на декабрь 1986 года, но это уже ближе, так сказать, к концу существования, Союз композиторов объединял в своем составе 2506 композиторов и музыковедов, но из них 1134 представляли Союз композиторов РСФСР. Правление, только правление насчитывало 180 членов, и в секретариате было 45 секретарей. Должность генерального секретаря с 48 по 91 год бессменно занимал Тихон Николаевич Хренников. В состав правления входили Асафьев, Кабалевский, Кончели, Паул, Свиридов, Хачатурян, Шнитке, Шостакович, Щедрин, Ишпай и другие. После распада Союз композиторов прекратил свое существование. Он был преобразован всего лишь в Международную ассоциацию композиторских организаций. И председателем исполкома тогда был композитор Дашкевич. История композиторов в России тоже имеет свою линию. Ну, например, Союз композиторов РСФСР возглавляли Шостакович, Свиридов, Родион Щедрин, Владислав Казенин. Вот в те годы, когда образовался наш союз, это был Родион Щедрин по России. А позднее Рашид Калимуллин, Алексей Рыбников, Александр Чайковский. В конце 50-х годов было принято решение о создании Союза композиторов РСФСР как самостоятельной организации. И на его первом учредительном съезде председателем нового союза был единогласно избран Шостакович. Ну, сейчас мы потихонечку переходим к истории образования нашей организации. Конечно, еще Марк Николаевич Жирков мечтал, я думаю, о композиторской организации. Вот. Сам он был членом Союза композиторов СССР с 1945 года. И, казалось бы, вот плеяда композиторов, а когда он поехал в Москву с творческой бригадой, то там как бы секретариатом руководил Генрих Ильич Литинский и руководителем консультационного центра при оргкомитете. Поэтому и московской организацией руководил Литинский. Поэтому Жиркова целенаправленно послали именно к этому человеку, и поэтому очень быстро сложился у них контакт. Конечно, сам Литинский очень давно был в составе организации с 1944 по 1947 год, вот он уже возглавлял эту руководящую, он был на руководящей должности. Вот. Почему же не создалась организация наша раньше, хотя в 60-е, 70-е годы у нас работала очень большая плеяда композиторов? Ну, во-первых, потому что ждали все-таки своего, когда первый человек республики получит полноценное
музыкальное образование может возглавить, войти в состав и возглавить эту организацию. А второе, те композиторы, которые работали у нас в республике, они уже все были членами других организаций. Например, Грант Арамович Григорян с 1954 года был членом Союза композиторов СССР. И большинство из них, нужно сказать, были связаны с Московской консерваторией, потому что очень многие там учились. Григорян учился у Голубева. Его очень хорошо знали его однокурсники Шнитке, Щедрин, Эшпай. То есть как бы попасть, очень большим авторитетом он пользовался как автор, поэтому попасть в Союз композиторов до него, я думаю, было несложно. Эдуард Ефимович Алексеев тоже был членом Союза композиторов России уже с 1966 года. То есть он уже входил в эту организацию. Герман Никандрович Комраков, член Союза композиторов с 1967 года. А в 75-80-х годах он возглавлял Верхневолжскую организацию. Леонид Васильевич Вишкарев – один из старейших представителей нашей композиторской плеяды того времени. Он был вхож в Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику в качестве председателя Союза композиторов, например, с 1943 по 1945 год. То есть он уже тоже присутствовал в этой организации. Кац Валерий Геннадьевич, член Союза композиторов 1965 года. И вот до того времени, пока Захар Константинович Степанов не закончил Новосибирскую консерваторию и пока не укрепился как бы в своих позициях Николай Савельевич Берестов, организация не могла быть создана. Но не хватало кворума. И вот в качестве третьего члена композитора в организацию вошел Анатолий Павлович Мотов. Это екатеринбургский композитор. Он мало известен у нас, и он оставил не так много сочинений, но они все-таки есть. И в результате вот этих как бы сложений 3 композитора и 2 музыковеда, Надежда Николаевна Николаева, которая к тому времени была автором уже книги от Алан Хо профессиональной опере, то есть она работала по Литинскому, и по его же опере «Красный шаман». Вот она вошла как бы в состав Союза как музыковед. И вторым абсолютно как бы закономерно и справедливо вошел Федот Семенович Аргунов. Это был музыкант, который занимался в свое время у Гранта Григоряна. Он является первым автором музыкальной грамоты на якутском языке. У него огромное количество очерков о современных композиторов и мелодистов. Сам он был самодеятельным автором, и поэтому его кандидатура без труда вошла как бы в состав этой организации. Как все случилось? Дело в том, что наши композиторы очень часто выезжали за пределы республики на пленумы, на фестивали, на съезды, на смотры. И они, конечно, были знакомы со всеми представителями, членами правления Союза композиторов России. И вот 18 июня, это был солнечный, яркий июньский день, в нашу республику вдруг нагрянули Ян Френкель, Людмила Лядова, Борис Тищенко,
Вот, будущий руководитель Российского Союза Владислав Казенин, который вот не так давно приезжал к нам, из московских уже представителей, тогда с ними был Эдуард Ефимович Алексеев. И вот этот выездной пленум Союза композиторов, он и создал как бы нашу композиторскую организацию. Но вот эти члены Союза композиторов РСФСР и СССР, тогда Григоряна, конечно, уже не было, а вот Комраков, он приехал тоже с ними, значит, Вишкарев, Кац и другие музыканты, они тоже поддержали нашу композиторскую организацию. Очень скоро в нее влился Белоголов, затем Владимир Васильевич Ксенофонтов, и так как бы и пошло. И вот сейчас, значит, вот эта вот группа, которая, пожалуйста, покажите, вот группа, которая приехала, Френкель с усами, который, конечно, спел на концерте своих знаменитых «Журавлей», Лядова, Тищенко, которые тоже показали свои инструментальные вокальные произведения, Казенин и Эдуард Ефимович Алексеев. Вот это свершилось. Организация была создана. И я вас очень прошу, потому что во многих источниках неправильно указан именно первый состав Союза композиторов. Поэтому я вас очень прошу точно называть эти имена. Николай Савельевич Берестов был председателем правления, композитором. Захар Константинович Степанов, член Союза композиторов, композитор. Мотов, композитор, член Союза композиторов. Аргунов, музыковед-теоретик. Николаева, музыковед, член Союза композиторов. Но, конечно, одних имен и одних персоналий недостаточно. Что же все-таки способствовало тому, что смогла создаться вот эта успешная как бы организация, которая стала действующим, очень действующим фактором? Но прежде всего это уже был завоеванный авторитет якутских композиторов и успешные контакты с центром. Вдумайтесь, пожалуйста, Николай Савельевич Берестов был уже автором оперы «Неугасимое пламя», концертной импровизации для хомуса и симфонического оркестра, которая исполнялась повсюду, оратории Агни Седова-Вилюя «Родине салют», сонаты для виолончели соло, фортепианных циклов «Северные пейзажи» и других, вокального цикла «Лето в тайге», «Луч солнца» и так далее. Захар Константинович Степанов был автором песен и хоров на стихи якутских авторов, сюиты на якутские темы. Очень большой популярностью пользовалась его дипломная работа, сочинение, связанное с родной культурой, именно оратория для солистов, хора оркестра «Славься, страна Аланхо», на стихи якутских поэтов Сафронова, Аюнского, Васильева, Донскинова. Была создана концертина для альта и фортепиано. Была написана музыка к драматическим спектаклям, симфонические картины, сказка старика, весенние голоса. Он очень тогда много писал для симфонического оркестра, сборник «Дым родного очага» и другие. Мотов Анатолий Павлович написал симфонию в 3 частях для камерного оркестра, симфоническую поэму «Лена», сонату для фортепиано в 3 частях, 6 прелюдий для фортепиано. И вот это вот как бы вот эта очень большая уже копилка якутской музыки, она же не просто лежала мертвым грузом, ее вывозили
И многие произведения сразу стали знаковыми, сразу стали заметными. Вторым фактором, который послужил плюсом для создания организации, стало создание объединений. Но это сейчас кажется, что вот ничего не было, что все начинается с нуля. На самом деле нет. В 1979 году была открыта Якутская государственная филармония. А еще раньше, до этого, была открыта, причем на базе вот Якутского музыкального колледжа, городская молодежная филармония на общественных началах. Вот. Но дело в том, что на общественных началах, конечно, всегда было работать сложно, даже в советское время. Поэтому очень быстро она прекратила свое существование. Существовал Якутский музыкальный клуб при Дворце культуры и техники Якутска с 2 секциями – академической и джазовой. Руководил этим клубом Борис Николаевич Козловский. И вот он тоже туда входил, и Юрий Козловский, театральные деятели, и многие другие члены. И вот академическая и джазовая секции, они всячески пропагандировали якутскую музыку. И, наконец, было объединение композиторов и музыковедов, куда входили все мы, как говорится, грешные, которые писали, рассказывали о музыке, вели концерты, то есть выполняли своего рода такие общественные музыковедческие поручения. И третьим фактором стала активнейшая исполнительская деятельность. Ну вот, как бы я так выборочно взяла 70-е годы. В составе исполнителей были Валерий Кац, флейтист Тарбаев, певцы Соколовский, Таразанов, скрипачка Татьяна Асиева. Из пианистов особо концертировали Семеняга, Акаемова. Большое значение играла игра Игоря Литвинова, и он впоследствии стал единственным исполнителем, членом Союза композиторов. Певцы Ильина, Ипполитова, Колодезникова, Алексеев и другие. Симфонический оркестр «Хор», хор оркестра народных и духовых инструментов музыкального училища. Художественным руководителем хора становится Виктор Птицын. И эти факторы способствовали созданию Союза композиторов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Зоя Иннокентьевна. Сейчас я тоже зачитаю несколько поздравлений. Дорогие коллеги Братской Республики Саха-Якутия, поздравляем от всей души от имени Союза композиторов Бурятии с юбилеем, процветания и творческих успехов. Уруй Айхал Махтал. Уважаемые члены Союза композиторов Якутии, от имени Союза композиторов Удмуртии поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам здоровья, новых творческих планов и долголетия. Дорогие коллеги, представители Союза композиторов Якутии, Чувашское региональное отделение Союза композиторов России поздравляет вас с юбилеем. Желаем всегда быть современными, востребованными и творчески состоятельными. И еще одно поздравление. Уважаемые коллеги Братской Якутии, композиторы и музыковеды от всей души Союза композиторов Хакасии поздравляют вас с прекрасной юбилейной датой. Желаем неиссякаемого творческого вдохновения и реализации всех рождающихся идей. А мы переходим к докладу композитора Сарданы Сергеевны Заровняевой о деятельности членов Союза композиторов Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели и зрители.
Наш Союз композиторов Республики Саха-Якутия является территориальной организацией Союза композиторов России. И ныне организация насчитывает 10 членов, из которых 6 композиторов и 4 музыковедов. Председателем правления является отличник культуры Республики Саха-Якутия, доцент Николай Алексеевич Михеев, а ответственным секретарем кандидат искусствоведения доцент Чаянда Кимовна Скрыбыкина. Также в состав творческой организации входят заслуженные деятели искусств Республики Саха-Якутия. Это Владимир Васильевич Ксенофонтов, Полина Николаевна Иванова, Егор Ильич Неустроев, Кирилл Афанасьевич Герасимов. И также музыковеды, отличники культуры СССР Зоя Иннокентьевна Кириллина и кандидаты искусствоведения Татьяна Владимировна Павлова-Борисова и Виктория Георгиевна Григорьева. Более чем полувековой путь становления Якутской композиторской школы ознаменовался освоением практически всех музыкальных форм и введением новых жанров для академической музыки, которые были основаны на традициях музыкального фольклора народов Севера. Ныне в творческом багаже якутских композиторов более 20 опер, 40 балета, симфоническая музыка, крупные вокальные и инструментальные сочинения, концертная и камерная музыка. Деятельность нашего союза вносит значительный вклад в развитие духовного потенциала республики и отражает глубинные ценности, заложенные в древней музыке северных народов. Композиторы, как носители традиционной культуры и профессионалы своего дела, принимают участие во всех культурных мероприятиях, и их музыка исполняется на ведущих концертных площадках России и за ее пределами. Итак, хочу познакомить вас с творческими портретами членов нашей организации. И мы начнем с нашего председателя Николая Алексеевича. Он председатель якутского представительства молодежного отделения Союза композиторов России. Музыкальное образование получил в стенах Высшей школы музыки Института имени Василия Афанасьевича Босикова в классе фортепиано заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Майи Ивановны Ивановой. Композиторское образование получил в Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакова в классе профессора, народного артиста РСФСР Бориса Чищенко. Ныне Николай Михеев ведет специальные предметы на кафедре истории и теории музыки Высшей школы музыки. Является основателем класса компьютерной музыки и аранжировки. Является одним из организаторов летней творческой школы по классу композиции. Работал в качестве председателя жюри конкурса мелодистов «Аяртаммах» и участвовал в концертной программе Республиканского пасхального фестиваля искусств «Золотые купола». Является постоянным членом жюри конкурса «Новые имена Якутия» номинации «Композиция» и конкурса «Компьютерная музыка и аранжировка». В 2011 году был руководителем якутской делегации участников конкурса юных композиторов в Новосибирске, где учащиеся Высшей школы музыки стали дипломантами. В 2013 году Николай Михеев стал дипломантом международного конкурса «Композитор 21 века», который проводился в городе Москва. Николай Алексеевич ведет активную творческую, концертную, гастрольную деятельность. Среди его работ это симфонические произведения, один из которых
Это первая юкагирская опера «Юко и Энеке» по юкагирскому эпосу, а также камерно-инструментальные вокальные произведения. Написал детский музыкальный спектакль «Рождественские истории», пишет для фильмов. Один из них — это музыка к документальному фильму, посвященного первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Николаеву. И в последнее время пишет для мультфильмов. И сейчас вы услышите его сочинение для камерного состава «Хомус».
Слово предоставляется Николаю Алексеевичу. Дорогие друзья, всех поздравляю с знаменательной датой. 45 лет, это, мне кажется, достаточно много, наоборот. Наш союз за годы своей деятельности очень восполнил багаж, музыкальный багаж Якутии. Есть у нас как оперы, балеты, оратории. То есть у нас освоены все жанры. Я могу уже с гордостью сказать, что мы уже и в кино работаем, и спектакли, балеты. Помимо этого очень тесно работаем с Государственной филармонией. Они нам часто заказывают на какие-то свои знаменательные фестивали, например, музыку наших композиторских авторов. И благодаря этому, мне кажется, мы звучим в таких классных залах в России, это как Мариинский, и в Москве это большой зал консерватории. Мне кажется, в правильном направлении идем. И еще раз всех поздравляю с нашим праздником. Спасибо. Следующий творческий портрет про Владимира Васильевича Ксенофонтова, одного из ведущих композиторов Республики Саха-Якутия и России, автор многих значительных музыкальных произведений различных жанров, получивших признание и высокую оценку специалистов и любителей музыки Республики, России и за рубежом. Награжден юбилейной медалью Сергея Рахманинова за создание музыки к балету «Бахсуруё», почетным дипломом Российского культурного благотворительного фонда «Дом Дягилева» и Международного коммерческого союза, дипломом лауреата первой степени за победу в первом электронном фестивале театрального этноарта «Большая свеча». Является выпускником Восточно-Сибирского государственного института культуры и Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова по классу композиции профессора, народного артиста СССР Загира Исмагилова. С 1983 года работает преподавателем музыкально-теоретических дисциплин Якутского музыкального колледжа, а с 1993 ведет класс композиции в Высшей школе музыки. Является председателем жюри конкурсов «Юный композитор» и «Компьютерная музыка и аранжировка». Обладая ярким ритмо-интонационным даром, симфоническим мышлением и изобретательностью в претворении творческих замыслов, Владимир Ксенофонтов создал ряд произведений, которые стали этапными не только для якутской профессиональной музыки, но и музыки России. К таким сочинениям относятся этнобалет «Бахсуруё» и в том числе балет «Сюита Сэх», которые с большим успехом исполнялись во многих странах мира, такие как США, Англия, Франция, Италия, Турция, Япония, Монголия и в других странах. И среди сочинений композитора это оперы, такие как «Сорел», «Манчары», «Спор между умом и сердцем», а также балеты «Нирбакан», «Кюэргэй-Ко» и многие симфонические произведения, симфонии, камерные инструментальные и камерно-вокальные музыки. И в прошлом году, в ноябре, состоялась премьера его второй симфонии «Никон». И разрешите включить видеоотрывок из его балета «Бахсуруё».
Слово предоставляется Владимиру Васильевичу. Добрый день, дорогие друзья. Я все-таки 40 лет работаю в Союзе композиторов Республики. Я вступил в 1984 году, через 5 лет после организации. Но за это время, за 40 лет, со всеми композиторами, самым младшим композитором был среди моих старших композиторов. Но Леонид Васильевич Вискарёва, я помню, у него... Вообще-то я Николая Савельевича Берестова, Валерия Геннадьева Каца, и учился у них. Вискарёв по музыкальной форме, Николая Савельевича Берестова по инструментоведению, у Каца я учился по музыкальной литературе. И много они мне дали знаний. И хочу вспомнить своих первых учителей по Верхнеуральской детской музыкальной школе Артура Васильевича Васильева, Николая Ивановича Байлохова. Это учеников Гранта Арамовича Григоряна они были. И своего выдающегося учителя, народного артиста Советского Союза Загира Гариповича Исмагилова, который меня вырастил, воспитал и сделал меня композитором. За спасибо Башкортостану, что вы дали нам, Союзу композиторов, всем композиторам. Спасибо то, что вы воспитали столько плеяду якутских композиторов. Мы очень благодарны за это воспитание, и вы дали нам дорогу, путь творчеству российских, советских композиторской школы нам дали, стили разных, которые мы приобретаем в своих произведениях, но не расстаемся своими национальными стилями и направлениями, которые мы сами создаем. Впервые я в Якутии создал новый жанр тоюк для симфонического оркестра, опера тоюк, тоюк для хора, женского хора акапелла, концерт тоюк, поэма для скрипки, 2 концерта для скрипки и симфонического оркестра, и оперу «Мистерию», последняя опера у меня 8-я. Это «Сон шамана» по Кулаковскому, «Закончи клавир», и оратория «Сказание о земле якутской к столетию Республика Саха-Якутия». Ну вот, остались у меня эти партитуры, надо заканчивать. И я благодарна своему правительству, Министерству культуры, Государственному театру оперы и балета, Государственной филармонии имени Галины Михайловны Кривошапко, с которым я сотрудничаю. И столько мне опер поставили в оперном театре. Но очень много было препятствий, очень много неприятных было, но все-таки они уже прошлись. Думаю, уже старому поколению меня могут понять, дорогие мои чиновники и государственные дети должны понять, что я не просто работаю, а служу своему народу. Спасибо за внимание. Зоя Иннокентьевна Кириллина. Известный якутский музыковед, преподаватель-методист, ветеран труда, одна из авторов учебника «Якутская музыкальная литература». Награждена почетной грамотой президента Республики Саха-Якутия. Начальное музыкальное образование получила в Алданской детской музыкальной школе.
школы. После поступила в Якутское музыкальное училище, где училась в классе фортепиано у Полины Розинской и на отделение теории музыки у Германа Комракова. И продолжила обучение в стенах Московского государственного музыкального педагогического института имени Гнесиных на историко-теоретико-композиторском факультете в классе профессора Натальи Гуляницкой. С 1977 по 1983 год успешно работала директором и преподавателем Якутской республиканской детской музыкальной школы, подготовила ряд специалистов для Якутского музыкального училища. С 1984 года работает преподавателем на отделении теории музыки Якутского музыкального колледжа и Высшей школы музыки. Разработала курсы методики преподавания сольфеджио, методики преподавания ритмики, современной гармонии, якутской музыкальной литературы. Разработала методику и ввела в практику работы отделения Олимпиады для теоретиков, традиция которой была поддержана в Сибири и Дальнем Востоке. Вела традиционную в настоящее время защиту курсовых проектов. Систематически дает открытые мероприятия, мастер-классы, выступает с докладами на музыкально-педагогические темы. За период работы в училище подготовила большое количество специалистов, теоретиков и учащихся исполнительских отделений. Является автором биобиблиографических буклетов о Николае Берестове, Захаре Степанове, Еноне Упхоловой. Имеет опубликованные статьи о Гранте Григоряне, Кирилле Герасимове и Захаре Степанове и других композиторов Якутии. Ряд материалов посвящен вопросам музыкального воспитания. Большое количество статей Зоя Иннокентьевна было написано о деятелях музыкальной культуры и событиях музыкальной жизни республики, опубликовано в периодической печати. Ежегодно выступает с вступительным словом, концертным программам и подготовила ряд радио и телепередач. Далее творчество композитора Полины Ивановой Николаевны известно не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Талантливый композитор получила профессиональную подготовку, обучаясь в Республиканской музыкальной школе-интернате по классу фортепиано у заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Александры Поповой и Якутском музыкальном училище имени Марка Николаевича Жиркова на отделении теории музыки у заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия композитора Германа Комракова. Также на отделении специального фортепиано у Майи Ивановой. Композиторское образование получила в стенах Уфимского института искусств в классе профессора, народного артиста СССР Загиры Исмагилова. Первое сочинение, песня Кескелерета на слова Ксенофонта Уткина, вошла в золотой фонд 100 песен 20-го столетия Республики Саха-Якутия и стала визитной карточкой народной артистки Республики Саха-Якутия Марины Поповой. Творческая и трудовая деятельность композитора тесно связана с педагогической работой. Полина Николаевна ввела занятия по классу специального фортепиано и теоретические дисциплины в Саскаласской детской музыкальной школе Анабарского улуса, Нюрбинской и Малыкасской детских музыкальных школ и детской школе искусств в городе Якутске. В 1992 году принимала активное участие в организации Высшей школы музыки. Там она вела занятия по композиции. И в 1989 году, став членом Союза композиторов
Основными ее сочинениями являются опера «Зеленое волшебство», балет «Олонхо. Нижний мир» из тетралогии Бертхара, поэма-кантата «Ледовое море» для хора и симфонического оркестра, чтеца и солиста, симфоническая поэма «Предание» и многие другие камерно-инструментальные и вокальные произведения. Разрешите включить сочинение для соло-скрипки «Дума». Следующий творческий портрет про Кирилла Афанасьевича Герасимова. Закончил Уфимское училище искусств и Уфимский государственный институт искусств по классу народных инструментов. Затем Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки по классу композиции и оперно-симфоническое дирижирование. В творческом портфеле композитора многочисленные симфонические произведения, как хореографическая поэма «Аюн», «Тойок» и «Дегерен» для скрипки и симфонического оркестра, фантазия для симфонического оркестра «Раздумье», концертная пьеса «Якутский обрядовый танец», музыкальная картина «Северные мотивы» и концертина для фортепиано и симфонического оркестра, струнный квартет, фортепианные циклы, якутская сюита, также вокально-хоровые произведения, которые входят в репертуар ведущих солистов и коллективов нашей республики. И они звучат не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами, как в России, так и за рубежом. Кирилл Афанасьевич является автором музыки государственного гимна Республики Саха-Якутия. Также является автором гимнов Сунтарского и Уст-Майского улусов. Добавлю, что им издано ряд авторских книг, такие как 2 сюитных цикла для фортепиано, вокальные сборники «Синяя ночь», «Природы, волшебные звуки» и многие другие. Произведения автора звучали в конкурсных программах участников, лауреатов и победителей многих международных, российских и региональных конкурсов. Также в этом году весной состоялась премьера его этнобалета «Сияющий камень» в Казахстане. Широко известна дирижерская деятельность Кирилла Герасимова. После окончания учебы становится дирижером симфонического оркестра Национальной вещательной компании «Саха».
и является главным дирижером, заменив на этом посту заслуженную артистку России и Республики Саха-Якутия Галину Кривошапко. В 90-х он ведет активную дирижерскую деятельность на концертных площадках республики, в прямом эфире, радио и телевидении, делает записи, которые вошли в золотой фонд НВК «Саха». В качестве дирижера осуществил эталонную запись государственного гимна Якутии в городе Москве. И несколько лет работал дирижером в Государственной театре оперы и балета. И надо отметить плодотворную и многолетнюю педагогическую работу в Якутском музыкальном колледже и в Арктическом государственном институте культуры. Является одним из инициаторов открытия в Восточно-Сибирском институте культуры в городе Улан-Удэ якутской студии отделения народных инструментов. С участием Кирилла Афанасьевича заметно активизировалось нотное издательство республики. Он является музыкальным редактором целого ряда сборников из произведений якутских композиторов. Большую помощь оказывает самодеятельным авторам якутской песни. Им подготовлены к изданию более 60 сборников песен ведущих мелодистов и поэтов республики. Также им подготовлены к изданию репертуарные сборники ведущих солистов, вокалистов Республики Саха-Якутия Ивана Степанова, Аи Яковлевой, Александра Самсонова. Также сборник вокальных произведений якутских композиторов на стихи народного поэта Якутии Ивана Гоголева. И также камерные инструментальные произведения Гранта Григоряна. И сейчас вы услышите адажио из его детского балета «Сказочная долина».
Слово предоставляется Кириллу Афанасьевичу. Добрый день, уважаемые гости и коллеги. Поздравляю, присоединяюсь к поздравлениям с 45-летием нашей организации. Я закончил Новосибирскую консерваторию, и ее также закончили наши композиторы Егор Неустроев и Аркадий Самойлов. Мы учились у Георгия Николаевича Иванова, профессора, народного артиста России. И наша, конечно, благодарность ему безмерна. Он именно очень хорошо занимался национальными кадрами. Если бы его не было, наверное, нас тоже, вот я не знаю, были ли мы или нет, состоялись бы как композиторы. Вот. Ну, после окончания я, вот, как сказали, работал дирижером. Ну, также я с 81 года вот, тоже работаю в нашем колледже. Вот. Ну, когда я работал вот дирижером, я знакомился непосредственно не только с партитурами классиков, да, но и наших композиторов. Это дало мне, конечно, очень много пищи для размышления и как бы нахождение своего места в этой плеяде музыки композиторов, якутских композиторов. У наших авторов у каждого свой почерк. Это сразу бросается. Каждый оригинален. И, конечно, мы бы не состоялись как авторы произведения, если не было наших исполнителей. И, конечно, наша благодарность, моя благодарность огромна к нашим вот, музыкальным организациям, театру танца, театру оперы и балета, нашей филармонии, вот, ну и других сопутствующих таких вот. И в учебных заведениях есть свои коллективы тоже, исполнители, которые много исполняют нашей музыки, и не только здесь, и вот на конкурсах. И наша вот такая взаимная творческая такая вот работа, она, конечно, нас всегда вдохновляла к творчеству. Потому что вот, у нас были, вот особенно с развалом Союза, когда развалилась вся система вознаграждений композиторов, мы работали, получается, только на энтузиазме, и этот энтузиазм нам придавал вот, наш творческий союз с нашими исполнителями. Вот. И особенно хотелось бы вот поприветствовать наших здесь присутствующих дирижеров Николая Петрова, который с нами в тесной связи, и приветствовать нашего дирижера Максима Наговицына, который сейчас выносит свою лепту. Вот, мы очень рады, что у нас появился такой дирижер, который вот, уже по-своему обратил вот, свое внимание, такое творческое внимание к нашим произведениям. И вот, надо признаться, наши произведения по-новому зазвучали. Да? Вот об этом вот говорит хотя бы вчерашний концерт, который был в Сахатеатре, и там зал почти был полон, и зрители так воспринимали, что вообще как бы на концерты якутских композиторов не всегда так толпой идут, да, надо признаться, но вчера был вот полный зал, и
произведения вот наши как-то прозвучали в таком вот новом таком звучании. И это нас вот радует, и хотелось бы вот такие вот продолжить наши такие творческие связи. Вот, ну, поздравляю наших коллег и наша вот тоже благодарность моим коллегам за ту атмосферу теплую, которая у нас есть в нашем союзе. Особо поблагодарить хотелось наших музыковедов, Зою Иннокентьевну, Чаянду Кимовну, ну всех вот, ушедшие вот недавно Иза Петровна. Они предложили огромное вот свое такое особенное отношение к творчеству, нашему творчеству якутских композиторов. Тоже без их участия тоже нам было бы очень сложно тоже чувствовать себя нужными. Вот. И желаю, чтобы наш союз также продолжал наши надежды с нашими молодыми коллегами. Сардане Сергеевне желаю тоже больших творческих свершений. Вот это второй композитор, женщина якутская. И она свою лепту в такую струю теплоты женской внесет вот нашу музыкальную такую, ну, скажем, ну, как сказать-то, ну, музыкальное, ну, такое звучание якутское, да, своеобразное, женское. Вот Полины Ивановой, вот у нее тоже свой почерк, особенный, женский, да. Вот, ну, желаю также вот Николаю Алексеевичу, чтобы он бразды правления держал крепко в руках и побольше фантазии, чтобы нас вел к каким-то вот таким работам, свершениям, чтобы мы как-то более активно внедрялись вот в культурную среду нашей республики и России тоже. Спасибо. Спасибо большое за теплые слова. Мы продолжаем. Чаянда Кимовна Скорбыкина, якутский музыковед, стипендиант Национального фонда возрождения Баргары. В 1988 году закончила Якутское музыкальное училище по 2 специальностям – фортепиано и теория музыки. Высшее образование получила в Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Трудовую деятельность начала в качестве концертмейстера и с 1991 года работает преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Якутском музыкальном колледже. Она выпустила более 80 специалистов среднего звена, многие, которые получили высшее музыкальное образование в ведущих вузах страны и работают в сфере культуры и искусства России и за рубежом. Работала заведующей отделением теории музыки в Якутском музыкальном колледже. Также она преподает на кафедре истории и теории музыки в Высшей школе музыки. В 2005 году закончила аспирантуру Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки. Там она защитила диссертацию на тему «Гармония в музыке современных якутских композиторов». И ведет активную просветительскую, научно-методическую, творческую, концертную деятельность. Является автором ряда вокальных и инструментальных аранжировок для профессиональных и самодеятельных коллективов. В 90-х годах была солисткой ансамбля «Музыка Резервата» под руководством Валентины Колодезникова, является артисткой хора «Кемюсь
Торунор, это, вот, и квартета, да. Участник музыкально-театрального представления песен во славу жизни во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы». А также делегат съезда деятелей духовной культуры народов Республики Саха-Якутия, награждена благодарственным письмом Министерства культуры Российской Федерации, автор монографии «Гармония в музыке современных якутских композиторов», имеет около 100 публикаций. Далее Егор Ильич Неустроев. В начале 60-х учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Позже был переведен в Московское хоровое училище имени Свешникова. Далее поступил в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского на дирижерско-хоровой факультет и по окончанию учебы начал трудовую деятельность в качестве преподавателя класса фортепиано в Амгимской детской музыкальной школе. В 1984 году поступил в Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки на теоретико-композиторский факультет в класс композиции профессора Георгия Иванова. В 1987 году становится лауреатом Всесоюзного конкурса молодых композиторов, представив сонатину для трубы, хомуса и фортепиано. После успешного окончания консерватории занимается творческой и педагогической деятельностью. Основные сочинения композитора – это камерная опера «Драма», балет «Легкое дыхание», балетные сцены для симфонического оркестра «Адажо» и «Капричо», концерт для фортепиано с оркестром, пьеса для фагота и фортепиано «Сехен», фортепианный цикл «Арабески», хореографические сюиты, сценки, миниатюры, танцы для оркестра якутских народных инструментов. Написал более 150 песен для детей и молодежи. И гимн Амгинского улуса, гимн Техтюрского наследия Хангаласского улуса и другие. Работал преподавателем специальных дисциплин отделения музыкальное искусство эстрады в Якутском колледже культуры и искусств имени Аграфены Макаровой. Создал совместно с супругой студию «Тулуйхан», которая имеет 20 филиалов в различных уголках республики. И эта студия получила высокое звание «Образцовый детский коллектив России». Среди выпускников студии известные и популярные артисты эстрады, отличники культуры республики, лауреаты престижных международных детских и юношеских конкурсов и фестивалей. И сейчас прозвучит симфоническая поэма «Стерхи».
вышла. Татьяна Владимировна Павлова-Борисова, якутский музыковед, член Союза журналистов Российской Федерации, Союза театральных деятелей России. Награждена благодарственным письмом Министерства культуры Республики Корея и почетной грамотой правительства Республики Саха-Якутия. Закончив теоретическое отделение Якутского музыкального училища, продолжила обучение на теоретико-композиторском факультете и аспирантуре Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. В 1997 году, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Обрядовый фольклор и венов Якутии. Музыкально-этнографический аспект», приступила к работе в Высшей школе музыки. Является лауреатом республиканского конкурса молодых ученых и специалистов в области гуманитарных наук и конкурса научных работ по проблемам Арктики. Читала лекции в Якутском государственном университете имени Максима Амосова, в Хабаровском институте культуры и искусств, Новосибирской государственной консерватории. Ныне работает в отделе развития профессионального искусства Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Является автором более 200 публикаций. Среди монографий «Звезды якутской оперной сцены», «Союз композиторов Республики Саха-Якутия», «Время, события, люди», «История изучения якутского драматического театра». Она была также делегатом съезда деятелей духовной культуры народов Республики Саха-Якутия и 10-го съезда композиторов России. Стипендиат Национального фонда возрождения Бархары и президента Российской Федерации в области культуры и искусства. Участник дней Республики Саха-Якутия в Москве и Санкт-Петербурге, и является главным редактором журнала «Якутия музыкальная», ставшего лауреатом первого фестиваля журналистов Якутии «Пресса земли Олонхо», и организовала клуб «Музыкальный репортер» для учащихся Высшей школы музыки. И прежде чем я передам слово Зое Иннокентьевне, она расскажет про новых членов нашей организации. Хотела добавить, что в заключение, что наш союз продолжает плодотворно работать. Если так смотреть по прошлогодним мероприятиям, год начался с онлайн-лектории, которую подготовили Зоя Иннокентьевна и Ченда Кимовна к 70-летию композитора Егора Неустроева. И в честь юбилея состоялся творческий вечер на сцене театра оперы и балета. Дальнейшие лектории также были посвящены композиторам, творчеству композиторов, это Аркадию Самойлову, Сергею Рахманину и 75-летию Якутского музыкального колледжа. Вместе с тем прозвучала увертюра «Путь» Николая Михеева для симфонического оркестра в память первому ректору Высшей школы музыки Василию Афанасьевичу Босикову. И прошлый год завершили следующими мероприятиями. В ноябре успешно прошла премьера второй симфонии «Никон» Владимира Ксенофонтова под управлением дирижера Максима Наговицына. Также Союз композиторов провел 4-й межрегиональный открытый конкурс «Юный композитор», где приняли участие талантливые дети из разных уголков России. Также в рамках фестиваля классической музыки «Махтал», который стартовал в Якутске и продолжил в Иркутской области, в Бурятии, в Монголии, этот фестиваль был посвящен популяризации творчества якутских композиторов. И вместе с лекториями, которые провели мы с Николаем Алексеевичем, исполнили произведения наших якутских композиторов Николая Берестова, Захара Степанова, Кирилла Герасимова и Николая Михеева. И
основное событие вот этого года, ну, последнее такое событие, премьера балета Кирилла Афанасьевича. В Якутске премьера прошла вот совсем недавно, 7 июня. Вот. Всем спасибо. Слово предоставляется Зое Иннокентьевне. Зоя Иннокентьевна, а флешку у вас с собой? С собой. Сардана, там одного файла не хватает. Сарланчика, отнесите флешку. Флешку. Ага, спасибо. Вот презентацию, вот, да? Ага. Так, ну вот к тем радостным событиям, о которых рассказала Сардана Сергеевна, прибавилось еще 2, потому что наш союз пополнился новыми членами. Это всегда очень сложное событие, вот это, очень сложное событие. Почему? Потому что принимают в союз с большим трудом, с ограничениями, с некоторыми, и обязательно с большими заслугами. Так вот, в этом году наш союз пополнился 2 членами: Заровняевой Сарданой Сергеевной и Григорьевой Викторией Георгиевной. Заровняева Сардана Сергеевна. 20 апреля 2023 года, кстати, не 24-го, а 23 года, прошло очередное заседание Совета Союза композиторов России. Членом Союза композиторов России стала Заровняева Сардана Сергеевна, Якутск. Композитор, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Якутского музыкального колледжа, училища имени Жиркова, звукорежиссер. Образование начальное и среднее. В 2012 году закончила городскую детскую музыкальную школу по классу фортепиано Сергучевой Екатерины Кимовны. И в этом же году поступила в Якутский музыкальный колледж имени Марка Николаевича Жиркова на отделение фортепиано. Преподаватели Иноземцева Любовь Васильевна, 1-2 курс, Донская Лариса Алексеевна, 3-4 курс. И теория музыки Кириллина и Давлетова Розалия Рашитовна. Высшее образование. Выпускница кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Исмагилова, класс профессора Исмагиловой, 2022 год, и кафедры музыкальной звукорежиссуры этого же института, класс доцента Баязитовой. Таким образом, наша Сардана Сергеева имеет уже 2 высших образования. Список сочинений пока невелик, но уже достаточно разнообразен. Пьесы для фортепиано, вариации для фортепиано, фантазии для фортепиано. Мы сегодня услышим это произведение. Пьеса для 2 композиторов и рояля, что интересно. Пьеса для флейты и фортепиано, романс для сопрано и фортепиано «Как цветок», 2 струнных квартета, 2 женских хора акапелла, пьеса «Танец с литаврами» для камерного состава, симфоническая картина «Наскальные рисунки» для тройного состава, симфоническая поэма «Сон шамана» для тройного состава. Наша Сардана Сергеевна является лауреатом международных конкурсов по композиции. Во-первых, 22 декабря 2021 года в институте, где она занималась, прошел международный конкурс композиторов имени Исмагилова «Молодые композиторы» среди обучающихся СУЗов и вузов культуры и искусства. Конкурс проходил в заочной форме, представлялись партитуры, компьютерный набор в программе «Финал», «Сибелиус» и так далее, с возможными вариантами аудио- или видеопрезентативными сочинениями.
Так вот, Сардана Сергеевна стала лауреатом первой степени в номинациях переложения аранжировки собственных сочинений для различных составов оркестров. Преподаватель Исмагилова Лейла Загировна. В номинациях «Хоровые сочинения», «Акапелла» или «В сопровождении фортепиано» она стала лауреатом второй степени. Программа «Женский хор акапелла». Еще одна очень важная победа. По итогам международного конкурса молодых композиторов имени Прокофьева в дистанционном формате от 20 мая 2021 года в номинации «Произведения для симфонического оркестра» Заровняева Сардана Сергеевна стала лауреатом третьей степени. Преподаватель Исмагилова Лейла Загировна, конкурсная программа «Симфоническая поэма». Ну, я так перевела: «Мечта одного человека». Вот. Таким образом, в наш отряд влился очень интересный, молодой, перспективный, оригинальный автор. И вот сейчас мы убедимся, насколько музыка этого автора отличается, насколько она другая и насколько она интересна. Мы предложим вам послушать два фрагмента сочинений. Это фактически первое исполнение, потому что в республике произведения Сарданы Сергеевны еще не звучали. Первое – это романс «Как цветок» на стихи Михалевой, поэтессой якутской, за роялем автор. Вот, и сейчас мы это произведение услышим. Язык современный, мелодика сложно-ладовая, хроматическая, на грани с атональностью, но все очень четко, ясно и выразительно.
А второе сочинение, премьера года, еще более интересное. Оно относится к разряду второго авангарда, музыки второго авангарда. Это музыка для препарированного или для подготовленного рояля. Это когда в рояле что-нибудь портят или что-нибудь добавляют, да, чтобы звучание было совершенно оригинальным. Эта пьеса называется «Фантазия».
Итак, состоялась премьера года, новое произведение Сарданы Сергеевны Заровнеевой, а напоследок я вам расскажу об удивительном человеке Григория Виктория Георгиевна. 9 апреля 2024 года состоялось очередное заседание Совета Союза композиторов России. Собравшиеся утвердили отчет о деятельности организации за 2023 год, обсудили деятельность домов творчества, а также конкурсы, фестивали, образовательные проекты. Были утверждены решения приемной комиссии. На заседании рассмотрели 28 приемных дел. Поздравляем новых членов Союза композиторов России. И первым стоит имя Григорьевой Виктории Георгиевны, Республика Саха-Якутия, Амгинский наслег, село Амга, музыковед. Григорьева Виктория Георгиевна, заместитель директора по методической работе, преподаватель фортепианного отделения, концертмейстер Амгинской детской школы искусств имени Черемных, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Трудовую деятельность она начала концертмейстером в Якутском музыкальном училище, будучи студенткой 4 курса. По окончании уехала в 1978 году в родную Амгинскую школу. Григорьева Виктория Георгиевна, она человек очень многопрофильный. И вот одно из направлений ее деятельности – это инициатор и организатор. Например, она была инициатором и организатором первых детских песенных конкурсов районного масштаба, зонального уровня, фольклорных ансамблей. Работает она преподавателем обязательно по фортепиано, но с 1995 по 2001 год работала в Высшей школе музыки. Под руководством Сафроновой и Дичковской приобретала ценный практический опыт, а потом перенесла его на деятельность в Амгинскую детскую музыкальную школу. Она очень много вложила именно в свое родное учебное заведение. Участвовала в построении плана развития школы, способствовала повышению качества обучения. Многие проекты Виктории Георгиевны стали традиционными. И образовательный процесс у нее был всегда на деятельность, связанную с сохранением фольклорного искусства. Виктория Георгиевна имеет очень много лауреатских званий, прежде всего за педагогические достижения. Она лауреат республиканских конкурсов, методических работ, международного конкурса в категории «Учитель-ученик», лучший преподаватель детской школы искусств, лучший работник детской школы искусств, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Ученики Григорьевой становились лауреатами республиканских международных конкурсов. «Новые имена Якутии», «Волшебство звука», «Музыка без границ», причем в Литве, в Австрии, Финляндии, «Брат и сестра», имени Брук в Санкт-Петербурге, «Голоса России», «Пою мое отечество» и так далее. После выступления успешного в международном конкурсе «Брат и сестра» она была приглашена с программой якутской фортепианной музыки на фестиваль «Единый в многообразии». Вторая очень большая направленность, так сказать, Григорьевой Виктории Георгиевны – это научная деятельность. Собственно, почему она и стала членом Союза композиторов. Она автор монографии, посвященной Нахсорову. Написала 3 научно-популярных книги, 5 учебно-методических пособий, 27 опубликованных научных статей. Одна из основных ее работ – это работа, посвященная Нахсорову. Собственно, по этой теме она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения во Владивостоке.
Вообще можно сказать, что Григорьева Виктория Георгиевна ведет такую нахсариану, я бы сказала, потому что очень много трудов у нее посвящено именно Устину Нахсорову, начиная от расшифровок материалов и заканчивая публикацией, описанием, нахождением каких-то новых вариантов. Еще одну работу я бы выделила. Это театральные постановки народов Якутии. Это потрясающая книга. Вот эта книга для рабочего стола. Вот нужно тебе как бы сюжет балета, который бы был поставлен театром танцев. Открываешь книгу Григорьевой и находишь там все. И Бахсарую, и Эрхадан, и все. Нужно что-то связанное с оперными постановками. Пожалуйста, все, так сказать, сюжеты опер и балетов сведены в эту книгу. Я считаю, что это практически бесценный труд. Еще я бы выделила ее патриотическая, так сказать, направленность. Она связана с людьми культуры, которые проживают в Амгинском улусе. Ну, например, есть у нее очерки об истории якутской музыкальной культуры. Это учебное пособие для детских школ искусств. Да, там описано творчество всех композиторов Якутии, но она выделяет целый раздел, в который, во-первых, самые известные музыкальные люди Амгинского улуса, во-вторых, такой раздел, как балет, который не в каждом пособии. То есть балет, если говорить, грубо говоря, у нас еще практически не описан. И вот я для примера просто привела Наталью Иннокентьевну Христофорова. Это, так сказать, очерк. Зачитывать я его, конечно, не буду, вот, но все здесь, где училась, какие партии исполняла, с какими партнерами танцевала, какие главные черты ее творчества. Конечно, Виктория Григорьевна за счет этого получила очень много побед в конкурсах и гранты. Лауреат премии «Учитель-ученик», лауреат республиканских конкурсов методических работ, обладатель грантов государственной целевой программы создания условий для духовно-культурного развития, значит, лауреат автор гранта детского песенного конкурса «Спасибо вам, фронтовики». Составитель сборника «Нюргун Боутер. Фрагменты оперы». Вот. Она имеет очень много наград. Почетные грамоты Министерства культуры, отличник культуры СССР. Она является почетным гражданином Амгинского наследия. Обладатель памятного юбилейного знака 380 лет Якутия с Россией, президента Республики Саха-Якутия. Вот. И еще очень много других наград. Памятный знак гордости Амги, почетная грамота Всероссийского конкурса «Голоса России», звание «Заслуженный работник культуры» и так далее. Почетная грамота международного конкурса традиционного фольклорного искусства «Пою мое Отечество». Очень большую работу проводит этот человек. И как же радостно, что теперь ее труд вольется в общее направление, в общий аспект движения творчества композиторов и музыковедов Якутии. Мы поздравляем новых достойных членов Союза композиторов. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Хотелось передать слова Виктории Георгиевны. Они вместе с Егором Ильичем сейчас, так сказать, на полях. Они участвуют в постановке, в подготовке, проведении Сех-Аланхо в родном Амгинском районе. Поэтому они сегодня, к сожалению, не смогли присутствовать. И Виктория Георгиевна вот передала такие слова. «Поздравляю профессиональное сообщество Союза композиторов Якутии с 45-летием. Спасибо за ваш вклад в развитие национальной музыки. Желаю всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, процветания, благополучия. Дом!» И в завершении так вот уж получилось, что сегодняшней лектории у нас начал
уже такой заслуженный дирижер, руководитель оркестра национальных инструментов. И сейчас слово для поздравления хочется передать молодому дирижеру, нашему молодому коллеге, дирижеру Государственной филармонии Якутии Максиму Степановичу Наговицыну. Наша надежда. Да. Да. С этим знаменательным днем, с 45-летием Союза композиторов Якутии. Это, конечно же, дата, которая достойна вообще, ну, в общем, нигде, ну, мало где можно найти вообще союз. А через 5 лет будет уже еще, 50. Да, и 50, да. Это подготовка. Да, и хотел немножко рассказать свое, как бы, как я пришел к музыке вообще якутских композиторов. Вот, с детства как-то у меня было такое тяготение к композиторству. Я вот учился в школе у Николая Алексеевича по композиторскому классу. И даже были мысли о том, чтобы, вот я собирался поступить в Москву, в консерваторию, как виолончелист, и были мысли поступить сразу на 2 отделения, то есть виолончельный и композиторский. Ну, в силу обстоятельств получилось так, что нужно было сфокусироваться на чем-то одном, и поступил в итоге как виолончелист. И о композиторской своей деятельности было отложено. Но даже в консерваторию я поступив, я с первого же курса попал в оркестр студентов-энтузиастов, которые исполняли музыку студентов консерватории. То есть мы за бесплатно собирались. Мне было самому интересно послушать, что пишут молодые композиторы в наше время. Вот, мы играли и квартеты, играли и трио, дуэт даже был у меня с кларнетом, и симфонические произведения были. То есть было очень интересно. И как-то у меня на протяжении вот 9 лет, что я прожил в Москве, всегда было такое, что я был связан с композиторами. То есть как исполнитель исполнял их музыку. Вот. И когда я переехал вот в 21 году, я закончил дирижерское, и, можно сказать, впервые мне удалось в полной мере, так сказать, взяться за нашу родную якутскую музыку. То есть я, конечно, исполнял Кирилла Афанасьевича, вот токкату, Удаганка, сонат, да. Но именно симфонические какие-то произведения, конечно, впервые. И скажу, что, вот как Кирилл Афанасьевич сказал, действительно у каждого композитора мне удалось исполнить, можно сказать, музыку практически у всех наших композиторов. Кирилла Афанасьевича, Николая Алексеевича, Владимира Васильевича, Полины Ивановой, Егора Неустроева. И даже были премьеры. И я скажу, что это удивительно, мне как академическому музыканту, который изучал, да, большую времени музыку композиторов, там, классиков, романтиков. Вот. Хотелось бы сказать, что удивительно, что наша культура, наша якутская культура имеет настолько талантливых композиторов, талантливых вообще. Я помню, даже когда мы школу заканчивали, приезжал к нам председателем комиссии был Багдасарян, вот, и он, помню, сказал: я не понимаю, говорит, как вы, находясь настолько далеко от всего, да, мира практически, вы поете, вы все поете, говорит. И вот я хочу сказать, что у нас музыка действительно очень, она пропитана как будто вот нашей природой, нашей любовью к нашей природе, нашей культуре, да. И хотелось бы пожелать нашему союзу, конечно же, крепкого здоровья нашим композиторам, нашим музыковедам, которые занимаются, так сказать, популяризацией
музыки наших композиторов, потому что это очень важно с точки зрения культурного наследия. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы наши, так сказать, все, точнее, ну, люди понимали, насколько это важная вообще работа, важное направление в искусстве, потому что это то, что остается потом веками, тысячелетиями и прочее. Да? То есть этим нужно заниматься, на это нужно уделять время, силы и средства, конечно же. Вот, и чтобы определенные, так сказать, круги также понимали тоже, что это очень важно, и на это нужно заострять внимание. Вот, поэтому Союзу композиторов я хочу пожелать от имени филармонии Якутии крепкого здоровья, процветания. Очень рада, что у нас появляются новые члены Союза композиторов. Дальше больше. Я знаю, что у нас еще учится студент Никифор Яковлев. Вот. Да, и, конечно же, спасибо вам большое за ваш труд, за ваше, так сказать, стремление нашу культуру обогатить, развить. Вот, спасибо вам большое. Спасибо. С праздником! В завершение хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие, значит, как бы входит в цикл юбилейных мероприятий. В течение 2024 года уже состоялось вот несколько у нас событий. В январе прошел очередной конкурс «Юный композитор» с участием учащихся Татарстана, Башкортостана, Бурятии. В феврале, вот фрагмент сегодня был концерта «Композиторы нашего времени». Звучала якутская музыка вот на сцене вот нашего большого зала родного музыкального колледжа. В апреле, 2 апреля был сольный концерт, первый сольный концерт нашего председателя правления Союза композиторов Николая Михеева. В июне вот состоялась премьера 4-го уже балета «Сияющий камень» Кирилла Афанасьевича. С точки зрения вот, значит, музыковедческой работы мы провели, значит, это уже у нас 2-й, значит, лектории в этом году. И также у нас ожидаются еще 2 лектория в октябре. Значит, мы посвятим знаменательной дате, связанной с именем Николая Алексеевича Михеева в октябре. И в декабре мы проведем, вот в этом году уже получается 12-й лекторий памяти нашего выдающегося коллеги, сибирского музыковеда Юрия Ильича Шейкина. Ему в этом году исполнилось бы 75 лет. Официальный, значит, юбилей нашего Союза композиторов состоится в октябре. Там будет проведена, ну, такая целая декада якутской музыки, да, в которой, я надеюсь, примут участие наши, значит, любимые творческие концертные, театральные организации, конечно же, Национальный театр танца, значит, театр оперы и балета, Государственная филармония. По плану основной, так сказать, вечер, торжественный вечер, концерт мастеров искусств должен состояться 15 октября на сцене нашего оперного театра. Также завтра, я так понимаю, да, будет концерт вокальной музыки якутских композиторов в оперном театре. Вот. Также мы надеемся на концерт значит, якутской музыки, значит, который в октябре также должен, значит, состояться силами творческих коллективов Государственной филармонии. Вот. И вполне возможно, значит, будет снова возрождена постановка первой юкагирской оперы «Юкуани-Кэ» в оперном театре. То есть наши мероприятия, значит, юбилейные, также продолжатся. А сегодня вот мы как раз ну, значит, решили такое вот, ну, провести ну, такое памятное событие, да, действительно, вот ровно 45 лет назад в нашу республику приехали, значит, наши российские коллеги, и был создан наш Союз композиторов. И действительно, вот уже можно сказать, да, что 45 лет – это как бы подготовка
к золотому юбилею через 5 лет. В каком составе мы будем, как мы будем и что это будет. Но обязательно, конечно же, якутская музыка будет, якутской музыке развиваться, цвести, дальнейшего развития. И на сегодня мы заканчиваем наш эфир. Спасибо большое, кто подошел, наши самые верные поклонники подошли и послушали, и также нашим онлайн-слушателям. Спасибо большое всем. С юбилеем!